Вам, героическим защитникам Ленинграда, вам, участникам прорыва и снятия блокады любимого города, вам, пережившим страшную 900-дневную блокаду, всем ныне живущим и павшим смертью храбрых посвящается. Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо рано бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне и про блокаду прочитали, стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Это имя, как гром и как град. Петербург, Петроград, Ленинград. Ленинград, заложенный Петром I в 1703 году на болотистом берегу Невы, стал одним из красивейших городов мира. На 100 островах раскинулся величественный и неповторимый город. На его улицах, площадях и в его дворцах вершилась история государства российского. Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это блокада города фашистскими захватчиками. В блокаде оказалось около 3 миллионов человек. Они мужественно выносили все страдания, выпавшие на их долю. По плану Гитлера города не должно было быть на карте мира. Враги надеялись, что жестокие лишения убьют в жителях все человеческое, и они в конце концов сдадут город. Битва за Ленинград и блокада – одни из главных символов Великой Отечественной войны, которые не позволяют стереть из коллективной памяти народа события тех прошлых лет. В истории трудно найти аналог событиям, которые происходили с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Ровно 75 лет назад была снята блокада Ленинграда. 41-го никто еще не знал, что будет означать для них блокада Ленинграда. Но вскоре все увидели клыков ее оскал, который оказался 9 кругами ада. Костлявая за каждой душою по пятам, звеня своей косою, неотлучно семенила, а люди отбивались, правда, с горем пополам, и все же она заставила рыть братские могилы. И страшен был и первый, и второй, и третий год. Бомбежки, артобстрелы, беспросветной голодухи везли в эвакуацию измученный народ. Да только и в пути к свободе мерли, словно мухи. Все 9 адовых кругов блокадники прорвали. Наверное, когда-нибудь с течением 1000 лет забудется история блокады Ленинграда, но чтоб как можно дольше не узнать подобных бед, нам память молодежи освежать почаще надо.
железом и огнем. Ты сдашься, струсишь, бомбы нам кричали. Забьешься в землю, упадешь ничком. Дрожа запросят плена, как пощады. Не только люди, камни Ленинграда. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная угроза смерти от голода не сломили железной воли и патриотического духа ленинградцев. После неоднократных попыток овладеть городом, Гитлер с немецкой педантичностью просчитал, что штурм Ленинграда целесообразнее провести весной 1942 года. Немецкие специалисты-диетологи уверили Гитлера, что население Ленинграда умрет своей смертью к началу 1942 года. Не может не умереть. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших весах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от горя спасем навеки. Наступили дни, когда жить стало подвигом. Вот она, цена жизни. Заветные 125 грамм черного хлеба, которые делили на завтрак, обед и ужин. Ой, как есть хочется. Терпи, и мне хочется. Терплю ведь. Ты думаешь, хлеб теперь это просто хлеб? Получил паёк 125 граммов. И ешь сразу? А как же? Думай, не думай, хлеба больше не станет. Не скажи. Паёк-то можно есть по-разному. Как это по-разному? Каждый человек, Фимка, должен сейчас найти самый сытный способ есть хлеб. Надо суметь, чтобы не сразу паёк в животе оказался. Как это самый сытный? А так, одни по крошечке едят, чтоб дольше хлеб во рту был. Другие режут паёк на тоненькие пластинки, отрежут и жуют. Нет, не могу я удержаться, Димка. Кусочек-то такой, ведь еще меньше. Съешь и не заметишь. А вечером как? Вечером мама придет с работы, посмотрит, вздохнет, отрежет мне кусочек от своего пайка. На, скажет, ешь, голова садовая. И ты ешь? Так она же работает. Есть же больше надо, чтоб силы сберечь. Будешь так дальше делать, не стану с тобой дружить. Понял? Понял, но есть-то так хочется. Хочется. Мне вот на крышу хочется, на небо поглядеть, не летит ли фашистский юнкерс. Давай, шагай за мной. У нас с мамой полный порядок. Получил паёк, раздели на 3 кусочка, говорит мама. Утром кусочек на завтрак, днем кусочек на обед, вечером еще кусочек, граммов 40. Так и продержишься день. Я тоже паёк на 3 части делить буду. И правильно. Ты думаешь, бойцам больше дают? Не очень-то. Они с фашистами дерутся. И мы с тобой тоже защитники Ленинграда на боевом посту. Выходит, и нам надо держаться. Ленинградский, крик метроном,
метрономом. По ленинградскому радио транслировали его равномерные четкие удары. Этот звук напоминал биение сердца великого города. Успокаивал и внушал уверенность. Если звучит радио, значит город живет и борется. Во тьме казалось, город пусть, из громких рупоров ни слова, но неустанно бился пульс, знакомый, мерный, вечно новый. То был не просто метроном, часы тревоги учащенные, но наше твердое живем, не дремлет город осажденный. Немцы бомбили и обстреливали город ежедневно. Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда. До бомбоубежища идти далеко, а впереди и позади дома, окопы. В них находились солдаты. Как только раздавался рев авиационных моторов, мы мчались к солдатам в окопы. Они, конечно, ругали нас, но чаще жалели. Помню, молодой боец, белобрысый такой, смеялся и приговаривал: «Ну что, курносы, страшно? Быстрее, быстрее в домик, а то Змей Горыныч слопает». В конце ноября 1941 года ударили морозы. В ночь на 31 декабря было зафиксировано около 52 градусов ниже нуля. Замерзли водохранилища, подошло к концу топливо. В каждом доме были установлены печки, буржуйки. Ленинградцы жгли мебель, паркет, книги, за водой ходили на набережной Невы, делали прорубь и набирали воду под обстрелами. Я в горы саночки толкаю, еще немного и конец. Вода в дороге, замерзая, тяжелой стала, как свинец. Как хорошо, что ты замерзла, святая Невская вода. Когда я проскользнусь под горкой на той тропинке ледяной, ты не прольешься из ведерка, я привезу тебя домой. Вот что писали ленинградцы своим родственникам на большую землю из блокадного Ленинграда. Наш любимый Ленинград превратился в свалку грязи и покойников. Трамваи давно не ходят, света нет, топлива нет, вода замерзла, уборные не работают. Самое главное, мучает голод. Мы превратились в стаи голодных зверей. Идешь по улице, встречаешь людей, которые считаются как пьяные, падают и умирают. Но мы уже привыкли к таким картинам и не обращаем внимания, потому что сегодня они умерли, а завтра я. Ленинград стал моргом. Улицы стали проспектами мертвых. В каждом доме в подвале склад мертвецов. По улицам вереницы покойников. Казалось, что ленинградцы обречены, брошены и всеми забыты. Но это было не так. Советские войска 2,5 года, день и ночь, ценой огромных потерь, пытались прорвать блокаду Ленинграда. Ленинградцев спасала только проложенная по льду Ладожского озера дорога жизни. Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы, многих к многим. Еще не знают на земле страшней и радостней дороги. Казалось, что конец земле, но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли. Он жив еще, он рядом где-то. На Ленинград, там на 2 дня осталось хлеба. Там матери под темным небом толпой у булочных стоят. С большой земли в осажденный город доставляли продукты и топливо. А обратно вывозили раненых, больных, детей. Каждая 4-я машина не вернулась из рейса, провалилась под лед или была расстреляна фашистскими самолетами. Главным свидетельством масштаба ленинградской трагедии стали дневники блокадников. Имя 11-летней девочки Тани Савичевой и ее дневник известен всему миру. Это самый короткий и потрясающий дневник. Таню убили фашисты. Не пулей, не снарядом, голодом. Девочка сделала в своей записной книжке 9 коротких трагических записей. Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. И когда читаешь это, цепенеешь. 28 декабря 1941 года. Женя умерла
в 12:30 ночи 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа ночи 1942 года. Лекал умер 17 марта в 5 часов утра 1942 год. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 год. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 год. Мама 13 марта в 7 часов 30 минут утра 1942 год. Умерли все. Осталась одна Таня. При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским домом в Горьковскую область, но врачам не удалось ее спасти. На могиле Тани был поставлен памятник, на котором высечены строки из ее дневника. Я к ним подойду, одеялом укрою, о чем-то скажу, но они не услышат. Спрошу, не ответят, а в комнате трое, нас в комнате трое, на двое не дышат. Я знаю, не станут, я все понимаю. Зачем же я хлеб на 3 части ломаю? Участь голодных и холодных лет постигла и нашу односельчанку, блокадницу Аншукову, ныне Магомедову Жанну Александровну. Мы побывали у нее, поздравили с 75-летием полного освобождения блокадного Ленинграда, и вот что она нам рассказала. Здравствуйте, Жанна Александровна, с праздником вас. С праздником. Здравствуйте, с юбилеем. Спасибо. Блин, поздравляю, дай Бог здоровья. Спасибо. Жанна Александровна, что вы можете рассказать о своем детстве в Ленинграде? 900 дней в Ленинграде была блокада. 4 годика было, да, вам тогда? В вашей семье брат был, отец, мать. Вас забрали оттуда в Смоленск? В Ярославль забрали. Ярославль, да, Да, правильно. когда уже окончилась война, детей всех перевезли, кого куда. Я попала в Ярославль. Там училась, Да, были подруги. были. Они живы-здоровы? Переписка есть, Да, звоните. нормально. Да, да. Потом по специальности поработали там, да? Да, работала. Так, после встретили будущего супруга Мунямина, да? И приехала сюда. В каком? В 62 году приехали, сыграли свадьбу. Я осталась здесь. Да, осталась здесь. Аншукова Александровна Жанна Магомедова. Ну как внуки, сыновья? Нормальные внуки, сыновья, все нормально. всё Навещают, приезжают. хорошо. Да, работают там всюду, в Москве. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. И вашим детям того же. И на свадьбах внука, чтобы участвовали. Желаю крепкого здоровья, мира на земле. Спасибо. Жанна Александровна, что вы хотели бы нам пожелать, нам, молодежи? Мира, здоровья, отличных успехов в учебе. Дай Бог всем здоровья. Сначала умирали пожилые, больные и ослабленные люди. А самое жуткое – все время дети, дети, дети. Нечеловеческие страдания не сломили дух ленинградца. Город не просто жил, он давал фронты, танки и самолеты. На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки. Голодные, изможденные,
Они по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов. Даже в таких жутких условиях дети учились. В осажденном городе работали 30 школ. Местом учебы и стали некоторые бомбоубежища жилых зданий. В помещениях, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из пальца. Но враг не взял нас никаким измором. И жизнью смерть была побеждена. И победили и человек, и город. Год 42-й. Полгорода лежит в земле сырой. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Роман. 27 января 1944 год. Ровно 75 лет назад ценой невероятных усилий и огромных потерь блокада Ленинграда была полностью снята. В холода, когда бушуют снегопады, в Петербурге этот день особо чтут. Город празднует день снятия блокады и гремит в морозном воздухе салют. Это залпы в честь свободы Ленинграда, в честь бессмертия невыживших детей. Беспощадная фашистская осада продолжалась 900 голодных дней. Помните, какой ценой завоевано счастье? Пожалуйста, помните, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Люди земли, убейте войну, прокляните войну. Люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а те, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. 14 января 1944 год. Советские войска перешли в наступление. Навеки вошли в историю Синявские высоты и Невский пятачок. По данным военных историков, здесь в ходе боев погибло более 360 тысяч человек. 27 января в результате блокада была снята. В
В честь выигранного сражения над Невой прогремели 24 залпа торжественного салюта. В эти минуты плакали даже те, кто не проронил ни одной слезинки за всю блокаду. Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Эта легендарная повесть мужества и героизма навсегда останется в памяти грядущих поколений. Слово предоставляется руководителю музея Шихнабиеву Ахмеду Мирзоевичу. Спасибо вам, уважаемые дети, учителя. Мне очень понравилось, конечно, вступление ваше в канун блокадного Ленинграда, то есть юбилея 75-летия. Я тоже добавил бы кое-что. Мы знаем, Ленинград – это символ мужества и стойкости. Вы знаете, война очень сурова. У немцев было очень большие планы. Они нападение, хотя они подписали, но через некоторое время вероломно напали, не объявив войну Советским Союзом. Не сдобровать, конечно, им. Как мы знаем, в эти дни, уже через день, 75-летие будет отмечаться, то есть российским народом, полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистского войска. Мы знаем о том, что сколько дней, более 800-900 дней было блокадного Ленинграда, более миллиона, 1,5 миллиона, даже многих не знают без вести пропавших. Вот. Какие трудности были в те времена, все здесь было высказано. Но мне хотелось бы, как руководителю ТОКСа, как руководителя краеведения, мы занимаемся со многими учащимися. При изучении мною и токсовцами было выявлено наша Аншукова Жанна Александровна. Всего-навсего было 13, она стала 14-й. Она жива, здорова, ей 82 года, 1 апреля исполнится. Все, кто прошел через блокаду, и сейчас все еще с нами. И в те далекие годы были детьми. Вспоминая о тех страшных днях, они пронесли через всю свою жизнь. У каждого своя история. И в то же время общая боль, губительные морозы, голод, гибель родных. И в то же время поразительная стойкость, мужество. Хотелось бы высказать вам о том, что как руководитель мною проведены с Афиат Сулеймановной Алиевой тоже. Вот, она бывшая член ТОКСа, работала у нас, потом студентом. Хотелось бы поблагодарить ее. Она всегда с нашим участием тесно имеет связь. Едут по форумам различные, так сказать, мероприятия. Я с вами благодарен, конечно, тем лицам всех войн за нашу счастливую жизнь. Если, конечно, наши деды, прадеды, бабушки, великий русский народ не потрудился бы, мы в живых не остались бы. Стерли бы, как Гитлер говорил в их плане,
что и Ленинград, даже Советский Союз хотели стереть с земли. В наше неспокойное время местом нравственности, духовности, гражданственности остается школа. Поймите вы правильно. Именно здесь молодое поколение, вы имеется в виду, приобщайтесь к вечным ценностям, познают историю, свои корни. Это очень важно. Ведь от нас, сидящих сегодня за школьной партой, зависит будущее нашей страны. Патриотизм проявляется в поступках, деятельности человека. Со школьной скамьи патриотическое воспитание является одним из важных направлений. Это воспитание чувства гордости за свою родину, за свой народ. Уважение к великим свершениям и достойным страницам прошлого. Развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества. Тяжелым и долгим был блокадный путь. Полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских войсками мы победили за то, что и сорвали, что мы многонациональная страна, Советский Союз и Россия. Мы едины всегда. И мы должны быть, и вы должны быть едиными быть. То есть из-за братского единства победу выявили мы. Сплоченности народу нашей многонациональной страны. Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью воинах, погибших во имя свободы, независимости отчизны, отдаем дань глубочайшего уважения всем фронтовикам, труженикам тыла, блокадницам и небывалым мужеством, стойкостью, вынесшим на своих плечах все тяготы войны. Желаю, уважаемые учащиеся, коллектив нашей школы Христальской, чтобы по проложенному пути ни у кого, ни в Южном Дагестане нет токса, не занимается этим делом. Конечно, краеведением занимаются кое-какие школы. Вот имеются многие такие книги, я выписал, народа Дагестана. Вот имеется краеведение Дагестана. Я желаю всему и зрителям, обращаюсь к телевидению, чтобы они тоже выписали, а там очень интересные тексты. Желаю вам счастья, успехов, всех благ в вашей молодой перспективной жизни. Слово предоставляется поэту и писателю, общественному деятелю нашего села Магомедову Замиру Насировичу. Hürmetli oyalar, muallimler, köz tarih taçizlavı, kanıpedla iyundi, ağzın küdüş, yaxsun sallayısız, Гитлер, Барбароса Помандолди, Путпатака, Путгруппировка, Центр, Север и Юг-Луда, группировка глаз, чи хукумата вихедио. Чи хукумата вихедио, адым чи стратегический плацдарм мерлоз, гзав илкуяни учпез табино. Например, место Чернокорта, Голландия, адывчи цемжит дивизия почино, Франция лахато, Пудагзу диз матон кахчино. Ибн Галаз учез масса союзник арёз Италии мжид лаха армию почино. Ики хадаз политический фикер воз течи хукума тадаз барбатом учлахато. Политически, стратегически план долдичи хукумати тав до сектетиро Сталинградни, Ленинград, тергауна, ахпадро ама шешехерани барбадис газвати. Купата халхан кейта адаз қсан арминова и ада арми дизни қсан техниканова. Mesela orada пикирующий бомбардировщик Юнкерс 87, Ахпора бомбовоз Арбайке 8, Юнкерс 87 и пулемет Харгзафала Хейнкел 111. Ибр Гзаф хукумат Ахчудал ишлемиш Мадбуртер. Но хакан Ахподарчи хукуматис Гзаф ихти заих лернова, Садлади, Сад Хабану, Бей Хабардз, Бехело, чи войская Акаганти Забурва. Ленинград ханкачи город-герой учлада, че хамнолди, адяведи вири
ихти чатевидер кujumna. Ha Leningrad ихти кола харханаду ихти алкын алкада турла единственный амад саряхтер хамани ладожский оцлати. Хада лузате дорога жизни. Хада яргивантир койвишни 70 километри. Икар немцели бомбардировщик ксачи звати. Хабраха кимя ев югдалгуз чи сürset hızva maşinar masa teknikani tergis kana. No lent vizluhda iqrar do Amerika duaçız kmekni guzva no kadar kanzvaçı. Abur çaz guzvadir ancak samalı tertira. Ayrı kobrayar ahbodra mad masa ihti samalı terni guzvadi. Yadani kuvatar apon çibuz gzaf ovaçı. Hakimler çibruni uvod seferde Allah'ına hablokada xavu patav. No yatani timler kuvatar timil tira. Pon blokada Allah'ın hükümet şaskerva Zemjla yanvardis, kani irila yanvardis, azon kudishni yaxson kulaysuz. No blokada kani hekti çativler, hekti musibat arxanuta şiirdani kerno. Leningradin blokada. Zalum düşman kutbata karagatna. Çakalar hiz çabaqozna daldada. Leninat ar alay güzeldir aşehir. Tuna elkuyna blokada din alqada. Yev yuğdalğu samolet har xoş alay. Yun kersar şehir dimyal alqazvay. Oskal karin tsachkur day fugasar ha şehirda bombayar vehezvay. Şumad asker artıq avay düşmandi. Çi askerler alqada gucatun vay. Mumkin de guz kutbata kaygule guz. Şehir eliyar mekre kaşatun vay. Lada gıdla ümirdin rep amatir. Ekhirimci neda sürset gızvadi. Riki kumay sadamar heçan guzvay. Ümirdin rep ekhirimci sürset gızvadi. İnal anal meyitartir yarxanvay. Zalum kayu çemurkada olkuray. Akak tiyiz kas amaçız küçülday. Fakir artir zalum kayu çaguray. Zayıf kana aman amaçıl koca. Galçurcas fiz murkadilay xurudo. Nevo vatsa yad kaçına kızıda. Hana çangana jivs razmaç çuruda. Çıkanvay kole sabubadin murattir. Xutuluk vazgans yaşamışkum pakada. Kaşıl kana galta cezvay afakir. Telef hanay ham hasukay çıkada. Azalım din blokada din vaxtunda. Sadidedi xın pataldi ayalar. Mahara khas dugurzvay axariz. Kanyatiz amay kartuftin çıkalar. Maşguli sadidedi için ayal. Telef hayı askerdin çulur gazvay. Aman dide fonkus luhuz minetiz. Vaciyal hak axara rakhazvay. Fonkusun yek yalvari sayaldi. Taza gidiv urç kozvay xurudik. Ekünak dideç agurna ayazdi. Ha ayal hiz mühtecez fonkusun yek. Sakaridi temen guzo portrehtiz. Şekildiz telef hayı vod qehaldin. Bomba vehina şikay koni sapipe. Adın vidik meyit kay xutul ayaldin. Ayalartir kolak savay zavodro. Suku disar yaştahan vaçpi tamam. Kartaşkaday safon kustir guzvay. Çulov, lamu, vişni kani vodir gram. Tane de viçin khazadin musibat. Kayi yıkar viçin bloknahta kenvay. Ekhirimci tane viç kaçmış hana. Akhoray fokos kaşuk telefnay. İnsafsız ol akos faşiz düşmandin. Çi askeri yagun ajuh sazzavay. Akozana bekhi düşman tel gavun. İmurad goz çpin kotar kodzavay. Çi khaldal khabara gana vilalay. A düşmandin alqaday pada kudna. Çilov tsihkiz vilitsavol akoltay. Düşmandin pats Leningrad lay aludna. Alçak düşman Leningradin patari. Güledivni xtici dariv gatana. A şehir dal vihey qeğil alqadin. El-qırna xana qınik hayatana. Çi igrami, çi veteranar aziz bur. Kez akuna kaşmer davet yılı var. İmisibat yargazavi Allah'di. Allah'di xüy aküy xutular ayalar. Ağzur oldi canar puçay qehalar. Hun pataldi çi gelecek rihahdi. Ehna gujar tsayni kana küçando. Hun pataldi çi gelecek islahdi.
На этом наше мероприятие подошло к концу. Спасибо за внимание.